Добрый день! Сегодня мы рассмотрим установку антивируса Касперский. Сначала на Mac, потом на Windows. Заходим на официальный сайт, выбираем тип продукта. Если вы организация, то выбирайте пакет для бизнеса. А если частное лицо, как я, предложение для дома будет вполне уместно. Я решил создать учетную запись My Kaspersky для удаленного управления защитой всех устройств. При регистрации достаточно указать действующий email, придумать пароль, его повторить и подтвердить адрес электронной почты. Вот наш личный кабинет. Во вкладке «Устройства» нажимаем на кнопочку «Защитить устройство». Скачиваем пробную версию Internet Security. На рабочем столе появляется архив. Кликаем по нему 2 раза, нажимаем на кнопку «Загрузить и установить». Проникаемся силой защиты. Установка успешно завершена. Теперь наш iMac защищен на целых 30 дней. Для того, чтобы чувство защищенности не покидало на протяжении всего 2019 года, нужно купить лицензию. Выбираю Total Security на 2 устройства. Оформляю заказ, указывая почту, имя, фамилию и способ оплаты. Мне удобно рассчитаться с помощью Kiwi. Вводим номер мобильного телефона, просим выставить счет. Переходим на сайт Kiwi кошелька, совершаем оплату. Набираем одноразовый 6-значный код, который пришел к нам по СМС. Оплата произведена. Отправляемся на почту, копируем приобретенный код активации. Вставляем, жмем на кнопку «Активировать». Программа успешно активирована. Видите? Не обязательно идти в магазин и покупать такую большую коробку, потому что внутри нее находится не диск, не флешка, а всего лишь бумажка в виде краткого руководства пользователя, где стираете защитный слой и узнаете код активации. Купи лицензию через интернет, сохрани дерево. Защищаем себя при использовании интернета. Включаем расширение в браузере Safari. Потом включаем расширение в браузере Google Chrome, нажав на кнопку «Установить». В личном кабинете отобразился наш Mac. Kaspersky предлагает установить VPN Connection. Загружаем защищенный VPN-канал. Читаем положение по обработке данных и политику конфиденциальности. Принять. Безопасное соединение позволяет вам скрывать свое местоположение, шифровать отправляемые и получаемые данные. Все данные, отправляемые с вашего Macintosh, будут зашифрованы, а ваше местоположение скрыто. Также Kaspersky предлагает установить Password Manager. Устанавливаем. Нас встречает обучающий слайд. Что же там написано? Позаботьтесь о безопасном хранении документов. Совершайте покупки в интернете быстро и безопасно. Оставьте в прошлом заполнение адресных форм. Проверьте надежность своих паролей. Синхронизируйте пароли между устройствами. Не знаю, пожалуй, я воздержусь. Все пароли держу в голове. Не хочу, чтобы они где-то запоминались. Даже в менеджере такого надежного антивируса, как Kaspersky. Этот пункт пропускаю. А вы как хотите. Все, Mac защищен от вредоносных программ, сетевых атак и перехвата финансовой деятельности. Базы в актуальном состоянии. Все рекомендации выполнены. Теперь я еще раз отправляюсь на сайт Касперского с целью защитить свой ноутбук, работающий на операционной системе Windows. Как и на Mac, выбираем максимальную защиту Kaspersky Total Security. Скачиваем. Запускаем инсталлятор, который хитро предлагает загрузить и установить Яндекс.Браузер. Поскольку я предпочитаю пользоваться Brave и Google Chrome, вынужден отказаться от столь заманчивого предложения. Читаем лицензионное соглашение, положение о Kaspersky Security Network, принять, установить. Обнаружено несовместимое программное обеспечение антивирус McAfee. Удаляем все файлы этой программы. Написано: «Сожалеем, что вы решили удалить программу. Расскажите нам, почему вы приняли такое решение?» Окей. Джон, ваши прогнозы по биткоину не сбываются. В отделе отслеживания комментариев ахнут от удивления, разинув рот, вытаращив глаза, разводя руками в разные стороны. Перезагружаем компьютер. Совершается загрузка программы. Включаем все рекомендованные параметры. Kaspersky успешно установлен. Total Security предлагает посмотреть обзор возможностей программы. Безопасные платежи. Ваша камера не снимет лишнего. Защита от рекламы. Вы больше не забудете свои пароли. Родительский контроль защитит ваших детей. Почувствуйте силу защиты. Отлично. Активирую второе устройство тем же самым кодом из почтового ящика. Ура! Активация успешно завершена. Сразу же обновляем базы и программные модули. Все, лицензия действует. Ребята, делюсь полезной информацией.
Существует бесплатная версия антивируса лаборатории Касперского. Чтобы ее найти, нужно в поисковике Google написать «Касперский Free». Ссылку оставлю в описании под этим видео. И прямо сейчас установлю бесплатную версию на свой старый ноутбук Toshiba. Скачиваем инсталляху, запускаем. Тут же предлагается установить яндексовские программы и расширения. Кому надо, ставьте. Мне пока что хватает возможностей Google Chrome. Читаем лицензионное соглашение и положение. Принять. Пошла загрузка. На этом ноутбуке у меня установлен Note 32. Кстати, это очень крутой антивирус. Лицензия истекла еще 5 лет назад, но все это время Note 32 защищал мой ноут от всякой вирусни. Перезагружаем компьютер. Этому ноутбуку уже 10 лет, но он продолжает исправно работать. Toshiba рулит. Включаем рекомендуемые параметры. Программа успешно установлена. Входим в учетную запись «Май Касперский» для завершения активации. Ура! Активация успешно завершена. Сразу же обновляем базы и программные модули. Все, лицензия действует. Компьютер защищен от вирусов, спама и хакерских атак. Советую сразу же запустить быструю проверку. Обратите внимание, что последние 5 лет мою рабочую лошадку защищал Note 32 с истекшей лицензией. Все эти годы с помощью данного ноутбука я записывал песни самому низшему классу общества – рэперам. Чумазые твари приходили ко мне на студию с опозданием. Дыша перегаром, вонючая чернь из карманов своих засаленных брюк доставала поганые флешки со скачанными битами. На этих USB-носителях вирусы копились годами, плодились и множились прямо там. Но Note 32 все подчищал. Благодаря ему мой ноутбук остается чистым по сей день. Нужно отдать ему должное. В данный момент я начал тестировать Касперский. Посмотрим, как он справится с задачами. В личном кабинете можно отслеживать состояние своих компьютеров. У меня тут iMac, ноут Acer и старенькая Toshiba с бесплатным Касперским. Абсолютно всем советую иметь на своем компьютере антивирус. Хотя бы бесплатный. Особенно это касается тех, кто занимается криптовалютой. Потому что хакеры каждый день генерируют новые вирусы как на компы, так и на маки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами Кокраш. Мир, до связи.